эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Согласно изменениям, программа продлевается до конца 2026 года. Выплаты будут ежегодно индексировать. Деньги будут получать семьи, в которых с 1 января текущего года родится или будет усыновлен первый ребенок. Таким семьям положено по 466 617 рублей. За второго и каждого следующего ребенка будет выплачиваться по 616 617 рублей. Кроме того, время оформления материнского капитала сократится до 5 дней. Выплаты можно будет получить в течение месяца. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Нижней палате парламента принять во втором чтении поправки в налоговый кодекс. Они предусматривают льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Напомним, поправки предусматривают оптимизацию обложения налогом на добычу полезных ископаемых для организаций, добывающих углеводородное сырье на новых морских месторождениях, а также нулевую ставку НДПИ при добыче газового конденсата, добываемого и используемого исключительно для производства сжиженного природного газа или для производства нефтехимической продукции. Кроме того, законопроектом предусматривается распространение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и льготной налоговой ставки по НДПИ на участки недр, расположенных полностью или частично на границах Красноярского края, Республики Саха-Якутия, Чукотского автономного округа. Якутия завершила работу с аналитическим кредитным рейтинговым агентством. Агентство отозвало кредитные рейтинги и облигации госзайма Якутии в связи с истечением срока действия госконтракта. В настоящее время Якутия имеет достаточный для осуществления заимствований кредитный рейтинг по национальной шкале рейтингового агентства «Эксперт.РА» на высоком уровне кредитоспособности со стабильным прогнозом. Отметим, что в декабре прошлого года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг республики на долгосрочном уровне со стабильным прогнозом, необходимый для инвестиционной привлекательности региона, привлечения кредитов и займов для реализации республиканских инвестпроектов. Росавтодор взял под контроль строительство и реконструкцию 4 мостов на трассе Вилюй в Якутии. Все объекты должны быть введены в эксплуатацию уже в этом году. Речь идет о реконструкции 2 мостов на реках Сасар-Юрях, Хулахан-Мугур и строительстве новых объектов через реки Тюкян и Малую Батоблую. В настоящее время на мостовом переходе через реку Тюкян на 84% завершены земляные работы. На 50% выполнено строительство устоев будущего моста и на 41% устройство промежуточных опор. Что касается моста через реку Малую Батоблую, то на этом объекте техническая готовность составляет 50%. Продолжается сборка и надвижка пролетного строения. А что касается строительства нового моста через реку Вилюй около Верхневилюйска, то строительно-монтажные работы начнутся во второй половине 2021 года. Его длина составит 1 километр 700 метров с автоподходами протяженностью 20 километров. Отмечается, что этот объект, как и введенный в прошлом году Мархинский мост, является важным звеном в обеспечении беспрепятственного круглогодичного проезда на участке от Якутска до Мирного. В Ленске 51 семья получила ключи от новых квартир в рамках федеральной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда до 2025 года. На бюджетные средства были заключены 6 контрактов на приобретение 77 квартир для переселенцев. Отметим, что на сегодняшний день практически весь деревянный жилой фонд в Ленске является аварийным. Всего в городе 220 аварийных домов или 123 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Дистанционный хакатон республиканского конкурса «Моя профессия IT» стартовал в Жиганске. В отборочном этапе участвует 15 школьников Жиганского района, а команда-победитель представит свой район в финале конкурса, который пройдет в апреле в Якутске. Во время хакатона школьники будут создавать прототипы приложений или сайтов по 3 направлениям – эко-кейс, комфортная среда, образование. Всего в рамках конкурса «Моя профессия IT» планируется провести 17 очных и 7 дистанционных хакатонов. Дистанционные хакатоны также пройдут в Анабарском, Аймеконском, а также Верхнеколымском, Среднеколымском, Алекминском и Ленском районах. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.